и по алфавиту, и по летописанию, по письменности, ну, гораздо сильнее, чем мы. Вот, но, тем не менее, мы-то потеряли свое древнее, так называемое библейское письмо, о котором говорил Турчанинов. В общем, это один вопрос. Там у нас были очень сильные разборки по этому вопросу, очень много обжульцев обижено, и вообще не просто обжульцев. Я сам обижен, огорчен вот этим фактом, и абхазская интеллигенция очень сильно откритиковала этих авторов. Но периодически вот эти авторы опять-таки что-то выпускают, что-то издают, что дестабилизирует ситуацию в стране. Далее. Есть попытки от абазинских ученых, значит, тоже вести непонятную, странную политику. Значит, нам, абхазским историкам, буквально прямо говорят. Мы не понимаем, говорят они, вот когда вы говорите об истории Абхазского царства, почему вы, абхазы, не говорите о том, кто вам создал это царство? А я спрашиваю вас, а кто нам создал это царство? Разве это не наши предки создали нам это царство? Нет, говорят, вы абхазы, вы не абазги, вы абсилы. А вот мы абазги. И поэтому мы вам создали это царство, и всегда надо говорить о том, что Абхазское царство создано абазинами. Ну это вообще, просто вот с этой политикой мы далеко не выйдем. Ладно, и еще один момент. Нашелся один ученый, с которым я очень его уважал всегда. Он долгие годы работал в Абхазии. Был у нас период охлаждения из-за его высказываний, но в Иордании, значит, я с ним увиделся, и мы вновь подружились. Человек действительно очень уважаемый, человек, много сделавший для абазинской историографии. В одной из своих работ, кажется, изданных в 1992 году, он написал, что, дескать, абазины говорят не на своем родном языке. Оказывается, по его версии, абазги говорили на протоубыкском языке. А вот эти абсилы, которые были более культурны абазгов, он тоже это говорит, из-за того, что они якшались с грузинами, вот они бедных абазгов абсуизировали, и вот мы говорим на чужом, вот ныне известном абсуйском языке, абхазском языке. Боже мой, человек, если вот сейчас молодому человеку, школьнику, вот это сказать, то у него кровь взыграет. И он скажет, елки-палки, да буду я убыкский изучать. Сейчас возможно это, кстати, изучить убыкский язык. Есть определенные учебники, какие-то статьи есть, там люди работают, и убыкский язык сейчас преподают в Абхазском университете. Я просто хочу, дорогие мои братья и сестры, вот сейчас если я это не сделаю, никто не сделает. Если я это не скажу, никто не скажет. Если я не буду проводить вот этот, создавать общечеркесский, в скобках, адыго-абхазский или абхазо-адыгский глобальный видеоархив по тем абхазо-адыгам, которые проживают на родине, и по тем абхазо-адыгам, которые проживают за рубежом, это диаспора, никто не сделает. И я выражаю глубокую признательность выдающемуся политику и бизнесмену, большому, глубокому патриоту всех черкесских народов, я имею в виду адыго-абхазских народов, это Арсен Баширович Коноков. Если бы не он, мы эту идею, которая у меня сидела в голове ровным счетом 25 лет, мы так и не начали бы делать. А за 25 лет, за период жизни, за период смены одного поколения, это считается 25 лет, мы потеряли безвозвратно, где наши старшие, которые знали нашу историю, которые знали наш фольклор, которые знали, слава Богу, есть один абазин в Турции, рядом с Анкарой живет, его зовут Саим Абичбар.
Ну, он так сказал, бич Саим. Вы знаете, этот человек, это уникальная сокровищница абазинской и черкесской словесности. Он творит, он поэт, и у него столько поэм, столько стихотворений неизданных на абазинском языке. И на черкесском языке он творит. Это просто, это сказка. Я прошу Бога, чтобы Он продлил его жизнь для того, чтобы мне еще раз возвратиться. И потерять можно даже и неделю, и целый месяц для того, чтобы записать все, что он знает. Но за 25 лет мы потеряли очень много. Очень много. Но вот теперь вопрос в том, что как это все возмешать. И как, кто здесь преподает абазинский язык? Значит, один из вариантов возрождения всего того, что мы знаем. У каждого из вас есть, мои дорогие братья и сестры, у каждого из вас есть хорошие телефоны. Правильно? Хорошие телефоны есть у вас? Давайте мы договоримся так. Значит, у меня в Фейсбуке есть очень популярная страница. У меня ВКонтакте есть страница, в Одноклассниках, везде. В Ютубе свой канал. Давид Досаня. Просто запомните мое имя, фамилию и зайдите, давайте будем дружить. И дальше. Как только, ну, в общем, помимо этой дружбы создадим контактную базу. И что там? И дальше. Допустим, мы начинаем флешмоб. Флешмоб это приблизительно как абазины начали по абазинскому языку. Очень хороший флешмоб. Я тоже поддержал его на абазинском языке. Абхазы поддержали на абхазском языке. Значит, берем одну тему. Скажем, моя родословная. Каждый из вас готовится и буквально ставит перед собой этот телефон, или кто-то его будет записывать из родных. Вот как сейчас Марат записывает вот нашу данную встречу. И на чистом абазинском языке, ну, если есть такая необходимость, продублировать и на абазинском, и на русском. Вот, и будем создавать вот эти видеоматериалы, которые пойдут, как я вам сказал, в глобальный абхазо-адыгский архив. Этот архив, он не будет находиться на каких-то жестких дисках, потому что жесткие диски все сгорают. Рано или поздно, у них есть лимит времени. Мы будем хранить его в Ютубе, одновременно заливать в Facebook. Ну, как выясняется, в Инстаграме, если залить, то, видимо, она остается. Да? Вот прямые эфиры, они... Прямые эфиры это суть. Да, это другие. А так все остается. Значит, в Инстаграм тоже будем заливать. Эти все мировые, международные сайты, видеохостинги и прочие социальные сети, пока Земля вертится, пока жизнь существует на этой планете, они будут находиться. И никакой вирус их не уничтожит. То есть это является сохранением нашей истории, нашей культуры. Потом, через некоторое время я приеду сюда с помощью главы администрации села. Давайте мы сделаем так. Ваши братья в Абхазии хотят знать, как вы живете. Если вам интересно, почему они так интересуются, ну, это уже надо побывать, посидеть в их сердце. Я их понимаю. Каждый, он гордится своей фамилией. Каждый хочет видеть своих братьев, знать, как живет молодежь и так далее, и так далее. Поэтому я приеду, у меня будет большой опросник, огромный опросник на абазинском языке. И давайте вот, ну, только без джикахбаста. Джикахбаста можно сделать, на джикахбасту в каждом дворе апсу ачейджикарапи. Ачейджика цицепхедза, унавецпхедза, сахнева сахайва, айша дырпшцева, фатра дыргалуялага, а кумзея сейчкадзу. Это можно целый день поработать, собрать видеоархив, большой, огромный, а потом вечером где-нибудь посидеть.
Это